Если бы Азербайджан был заинтересован в том, чтобы развивалась и Армения, я, как уже сказал, мы разговаривали бы на языке шантажа и требований. А мы после 44-дневной войны, после 2020 года, только и видим, что Азербайджан разговаривает с Арменией на языке шантажа и на языке требований. И к тому же никакого уступка, никакого компромисса сам Азербайджан не представлял и не ходит ни на какие компромиссные шаги. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, наивно думать о том, что Азербайджан думает о развитии Армении. Конечно, они разговаривают также с точки зрения мировых трендов. Но они понимают, что вот эти разговоры про разблокирование коммуникаций, про новые дороги, про новую логистику, это разговоры, которые очень хорошо сидят на слух геополитических игроков. Конечно, каждый из этих игроков имеет свое представление, но все же слышать об этом хотят все. Вот Азербайджан и разговаривает. Но вот, когда приходит время реальных дел, Азербайджан на реальные шаги идет после того, как Армения выполнит какое-то из его требований. Вот это мы видим на реальности. И думать, что Азербайджан мыслит о том, чтобы развивалась еще и Армения, это, конечно же, наивно. И эта наивность просто опасна. Это не то, что наивно, это просто опасно. Азербайджан ясно дает понять в выступлениях своего президента, в выступлениях разных чиновников, ясно дает понять, что имеет к Армении стратегические требования. Не только требования, так сказать, в ситуативном смысле, но и стратегические требования.